Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. То, что вы должны знать лично для себя. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Так и спросите, что я должна знать лично для себя. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что вы должны знать лично для себя. Так. Ну, во-первых, вы должны знать, что вас любят. Это самое главное. Вас любят. Причем любят очень сильно. Возможно, сейчас у вас с кем-то проблемы, с кем-то вы ссоритесь, с кем-то ругаетесь, с кем-то бодаетесь. И вам кажется, что человек вас не любит, не ценит, не понимает, не признает. А на самом деле все наоборот. Человек, тут даже смотрите, когда у вас ножки с одного места растут, не только любит, но и вас растворяется. Человек вас с собой ассоциирует. Понимаете, здесь полное проникновение. Будь то ваш ребенок, будь то ваш любимый человек, будь то ваш родитель. Вас любят по-настоящему и искренне. И у человека в голове к вам, смотрите, дорога на то, чтобы быть вместе, на то, чтобы был мир, на то, чтобы была гармония в отношениях. Поэтому не надо уходить в обиды, не надо уходить в себя. Знайте, что любят. Да, не все умеют говорить о своей любви, да, не все умеют ее показывать. И часто очень случается, что тех, кого мы особенно сильно любим, мы и обижаем, не желая того, но тем не менее. Поэтому будьте уверены, что вас действительно любят. Дальше. Здесь люди есть у вас с одной стороны и с другой стороны, и все к вам тянутся. Но одна часть людей тянется с благими намерениями, с открытыми сердцами, с открытыми умами, а вторая часть людей думает о ваших карманах, либо думает о том, что можно у вас взять, чем можно поживиться. Вот такие люди. Будьте аккуратны. Знаете, такое впечатление, что вы как примагничиваете этих людей. Вы много говорите о себе. Вы говорите о своей жизни. И вас слышат. Но слышат вас не те, кто за вас радуется, а те, кто вот прям ручки потирают и думают, надо тут поживиться мне. Понимаете? Вас сейчас окружают не самые лучшие люди. Может быть, и в жизни не самые лучшие благоприятные времена. Но эта ситуация временная. Вам нужно проявить бдительность. Вам нужно очень внимательно смотреть по сторонам и присматриваться к тем, кто вас окружает. Поменьше говорите о себе, о своих планах, о своих каких-то, может быть, задумочках, каких-то желаниях, да? Либо о ситуации в своем доме. Поменьше говорите, кто бы это ни был. Подруга, коллега, не знаю, там соседка. А есть такие люди, которые прям специально могут выспрашивать. Вот прям фильтруйте все, что вы говорите. Есть общие фразы. Да, как всегда, да, как обычно. Да, не жалуюсь, да. Очень хорошие фразы. Вам сейчас они как никогда будут нужны и полезны. Общайтесь такими короткими фразами. Но при этом очень важно также вам денежки свои считать. Считать и не давать почем зря, да? То есть я-то понимаю, что вы человек добрый, я это вижу, и сердечность я вашу вижу. И знаю, что вы последним можете поделиться. Последним. Но именно вот эта ваша сильная черта привлекает не очень хороших людей. Здесь у кого-то может отыграться, особенно у людей пожилого возраста, что появятся такие вот прям, ну как банда, можно сказать, да, группа. Группа людей, которые начнут за вами прям ходить, вас на что-то уговаривать, обрабатывать, что-то вам предлагать, приносить, там подарки типа там и прочее, прочее. Вот вообще не доверяйте. То есть люди какие-то вот прям они в сговоре находятся. И они вас жертвой своей выбирают.
Вот будьте очень аккуратны. Если вдруг вы что-то начинаете подозревать, свяжитесь с теми, кому вы 100% доверяете, да, вот самыми близкими. Расскажите об ситуации. Не бойтесь, что там кто-то над вами посмеется, либо кто-то вам не поверит. Нет, лучше вам проявить бдительность и не попасться. Потому что льстивыми, медовыми речами вас могут вовлечь в какую-то неприятность. Да? И потом будет поздно сожалеть. Да? Вот такая ситуация может произойти. Берегите обязательно себя. Те же, кто вас любит, но эти люди к вам тянутся. Очень тянутся, и очень много переживаний есть. Особенно я вижу, какая-то женщина очень сильно переживает, очень сильно. И ей нелегко, и жизнь, может быть, у нее какая-то вот свои проблемы, да, свои какие-то дела. Но она постоянно думает о вас. У нее прям голова, знаете, как работает, как помочь, что я могу сделать, как я могу там подсказать, а все ли хорошо, там позвонить, поговорить, да, расспросить. Очень за вас переживает и к вам очень сильно расположена женщина. Есть и мужчина, но мужчина такой, знаете, он весь в себе, он не показывает свои чувства, не показывает свои эмоции, но тем не менее душа за вас болит, переживания за вас есть. Может быть, сейчас вы чем-то приболели, либо как-то вот сложилось, да, может быть, неприятности какие-то в жизни сложились. Вот мужчина думает, как бы помочь. Мужчина будет помогать, мужчина будет активно входить, участвовать. Может быть, вы обращались к нему, да, но он вам в какой-то момент отказал, либо ничего не сказал. Да, но он все взял на заметку. Он думает об этом постоянно, как бы вам помочь, чтобы для вас такое хорошее сделать. Еще что вы должны знать лично для себя. Вы должны знать, что у вас новости хорошие на пороге. Очень хорошие новости, такие, знаете, я бы сказала, даже прям приятно удивят, порадуют, дадут надежду, дадут веру. Очень хорошая, вот смотрите, какая красивая голубица к вам летит. Эти новости, они очень многое могут поменять в вашей жизни. По крайней мере, ваше настроение улучшится, вы можете прям воспрянуть духом. Эти новости вы получаете буквально вот у кого-то вот со дня на день придут. Причем вы не ждете. Вы не ждете, либо вы уже устали ждать эти новости, да, где-то вот долго летала эта голубка, но тем не менее они придут, и они будут очень счастливыми. Кому-то, кстати, денежка идет. Денежка идет достаточно такая крупненькая, и эту денежку вы с умом потратите. У вас и денежка придет, и придет идея, куда бы ее либо вложить, либо потратить, на кого потратить. Вот прям хорошие идеи у вас будут. Мало того, я вижу, что вы не будете голодным человеком. У вас такая прекрасная полная корзина есть. Здесь эта корзина символизирует не только сытую жизнь, да, довольную жизнь, но и дом, наполненный теми предметами, либо теми энергетиками, которые очень созидательны, полезны и важны. Если дома у вас сейчас нет, то есть человек, так случилось, оказалось, да, что у человека нет своего дома, то вы должны понимать, что этот дом у вас появится. Вам на роду написано быть человеком в своем собственном доме и человеком счастливым, реализованным. Дом будет полный. Дом будет вашим местом силы. У кого-то дом придет от мужчины. Да, мужчина, может быть, наследство оставит, либо разделит с вами свой дом. Да, хозяйкой вас назовет своего дома. Либо вы на этот дом как будто бы заработаете, да. А у кого-то, кстати, отыграется, что, может быть, с любимым человеком вы вместе построите этот дом, да, вот прям по кирпичику соберете. Очень сильно будете любить то место, где вы будете жить. У кого-то, кстати, вот в жизни вот идет смена всего, смена абсолютно всего, окружения, язык, да, который вы пользуетесь, смена места, полная смена. То есть вы куда-то поедете. Кто-то уже знает, что дорога вам выпадает, а кто-то даже и не догадывается. Особенно вот женщины, которые 45+. Вот у женщины вот такой идет прям дорога такая, дорога длинная, то есть это дальний путь. Но дорога надежды, дорога счастья. То есть вы поедете в эту счастливую дорогу, да, может быть, с переживанием, может быть, будете думать о том, кого оставляете. Но приехавши, вы поймете, что вот к этому я шла всю свою жизнь, и этого я хочу. Здесь счастливая старость.
Здесь долгая жизнь и счастливая старость. И знаете, вопреки, у кого-то могут быть какие-то хронические заболевания, либо какие-то неприятности вот по здоровью, может быть даже, ну вот, знаете как, не только здоровье, да, но и вот личные неприятности вот у человека, да, в сегодняшнем дне. Это все пройдет, это все временное. И даже если вы возрастной человек, все равно знайте, что у вас идут годы покоя и счастья. Годы, когда вам не нужно напрягаться, думать, переживать, там, я не знаю, бегать по больницам. Этого нет. Я вижу перед собой человека, который полный во всем. То есть у него полный дом, у него гармония в душе, человек сам себе рад. Есть тот, кто поддерживает, подсказывает, любящие люди рядом. И это замечательно. Не переживайте по этому поводу, не переживайте по этому вопросу. Единственное, что вас, вам мешает, да, что омрачает ваш жизненный путь, это упрямость и какое-то недоверие к себе. Вы готовы поверить кому угодно, но себя вы слушаете, даже можно сказать и не слушаете. Да? В каких-то совершенно уже безвыгодных ситуациях вам страшно, может быть, делать выбор, принимать решения. И вас пугает то, что вы можете ошибиться. Это то, что вам мешает. И если вы хотя бы немножечко проработаете эту тему, если больше будете доверять себе, прислушаться к своему внутреннему голосу, голосу своего разума, вы знаете, вам намного проще будет, намного проще, легче, и жизнь ваша станет и ярче, и радостней. Возможно, до этого момента вы шли путем наименьшего сопротивления. Вы не ввязывались в конфликты, вам лучше было пересидеть, переждать, чем пойти сразиться за себя, да, отстоять себя. И это действительно вас вот постоянно отбрасывает от вашего счастья подальше, да? И вам придется приходится заново преодолевать как будто бы этот путь. Слушайте, вам еще предстоит научиться полюбить себя. Здесь вот прямо как хотите, будете учиться, будете за себя где-то, может быть, бороться. Проснется в вас дух такого, знаете, человека-победителя. Человека, который, на своей собственной шкуре уже все прошел, да, и теперь понимает. Вы не только себе будете давать советы и подсказочки, но вы и другим будете давать советы и подсказочки. Тут, знаете, передо мной мудрец. Мудрец, который путем проб и ошибок, да, даже больше ошибок, меньше проб, но больше ошибок, да, очень тяжелые времена пережил. И знаете, у вас пример какой-то будет. Вот вы увидите человека, либо группу людей, которые, похожи на вас, может быть, с похожей историей, как вы. Но эти люди, они себя преодолели. И эти люди, они, многого начали добиваться. Вы посмотрите на этих людей и скажете, а чем я хуже? Я ведь тоже так могу. И вы под вот этим стимулом, да, это не будет зависть, это будет восхищение. Вы себя начнете менять, и вам так понравится, пойдете во вкус, и дальше. Я вижу, что здесь вам еще вырасти предстоит. Вырасти и окрепнуть духовно. Вы это сделаете. Это ваша судьба, и это то, что даст вам свободу. Свободу внутреннюю и свободу наслаждаться жизнью, получать это счастье, получать очень хорошую, теплую, вкусную энергетику. У вас все получится. Знайте, что вам действительно нужно начинать уже именно сейчас. Больше заботиться о себе, больше беречь себя и больше двигаться вперед. Вот не на месте топтаться, как вы это делаете в сегодняшний день, а именно двигаться вперед. Ставить перед собой цель, хотя бы маленькие. Начните с маленького. И идите. Все будет у вас замечательно. Вы знаете, вас хранят. У вас очень сильный ангел, который вас хранит. Почаще к нему обращайтесь. Просите, чтобы помогал, подсказывал. И он с радостью будет вам помогать. И ваша жизнь, вот я серьезно вам говорю, хотите верьте, хотите нет, проверьте, просто попробуйте. Ваша жизнь будет меняться. И причем меняться такими, знаете, осторожными шажками, потом больше. И вы придете к тому, что вы счастливый человек, что все у вас замечательно, все у вас хорошо. Есть надежда, есть любовь, есть радость и есть вера в завтрашний день. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.